Ну здесь, наверное, налим-то должен быть уже. Где наш налим? Где наш налим? Никто не дергает. Ну, леска внизу. Что-то дергает. Что-то дергает. Ничего не вижу. Ух ты, налим. Опа! Тихо, тихо. Тихо, 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 мой хороший. Вот такой янцкадан. Всем доброго утра. 3 октября наступило. Погода прелесть. Прохладненько так. Где-то около 3-4 градусов тепла всего. Но утки нет. По темноте еще выехал с избы. Сплавился километра 2, наверное. Ни одной утки, ни одного выстрела. Все, тишина. Такое чувство, что вся утка улетела уже 2 дня назад. Но это обманчиво. Утка по-любому еще будет. И мы ее по-любому дождемся. Так, ну а мы проверили наши удочки в клеточку. Вот такой вот улов. 2 щуки. Вот такие вот щуренцы. И 2 окуня. 4 удочки, 4 рыбки. Как, в принципе, и вчера. Нормально. Не пусто, и то хорошо. А теперь мы приступаем к самому интересному. Это проверки наших продольников. Поехали. Первый пошел. Тоже еще забито. Место новое. На этом месте я раньше никогда не ставил продольники. Так что вдвойне интереснее. Посмотрим. Посмотрим, что нам даст новое место. Тину оно нам уже дает. Как говорится, пришел мне вот с тиной морской. Походу тишина. Походу тихо, никто не дергает. Натяжки нет. Живцы целые. Нет, что-то есть даже небольшое. Окунь. Окунь, вот такой вот окунь. Вот такой вот окунь на такой вот крючок попал. Здоровый. Ну не пусто, и то хорошо. Ну мы, конечно, не для окуня поставили, а на налима. Но налима, походу, здесь нет. Здесь налим не проплывал. Все, дальше все пусто. Чистим продольник, наживляем, отпускаем. Второй продольник. На Уралочке немножко непривычно проверять. Но ничего страшного, привыкнем. Вода стоит на месте, вчера отмечал. Не прибывает, не убывает. Так что пока воды не будет достаточно, чтобы безопасно ездить на казанке, будем ездить
на Уралочке. Так. Ну что у нас? Тоже тишина. Ну, что-то мы походу с местом не угадали. Здесь песочек. Все-таки, наверное, надо каменистое дно выбирать. Пусто. Пусто. Живцы целые и никого. Ой-ой-ой-ой. Живца потеряли. Живцы у нас на вес золота. Ладно. Да, не весело. Так. Ну вот и наш третий продольник. Здесь глубины немножко больше. И самое интересное, здесь камушки. Так что есть надежда на налимчика. Если пару проверок там не будет на верхних налима, надо будет переставлять. Здесь запаса мало, полметра только веревки. Надо будет веревочки добавить. А сколько грязи. Так, ну что у нас? Что у нас? А у нас опять же никакой натяжки. Тоже походу пусто. Крючки вон пустые. Это которые на мелких живцов, на речных голянов. Озерные на месте. Нет, налима нет. Видать, мелкого гальяна речного окуни сдирают, а на озерного налима нет здесь. Ладно, у меня еще есть на двух местах продольники. И третье место это у Сани с Серегой, который тоже вчера насадил. Так что надежда еще есть. Еду. Хотите, фокус покажу? Хоп! Опа-на! Всем привет! Вот так вот. Он прилетел друг волшебник на раскрашенной обяжке и привез мне Романыча. Так что теперь будет веселее. Едем в избу, завтракаем и будем заниматься делами уже вдвоем. Вдвоем она всегда веселее. Построим планы и все такое. Но первым делом это дело надо позавтракать. Вот такая вот прекрасная погода. У нас уже добыта одна уточка. Пока проверял продольники, налетела, села, подплыла. В общем, добыли. Ну-ка покажи, Рома, утку. Вот такая вот морская чернить. Вот такая вот красота. Так что мы уже и с рыбой, и у нас уже есть первая утка на сегодня. Начало есть, продолжение будет. Так, ну что, пойдем посмотрим, как дела у нас в садке. Рыба сдохла, не сдохла. Если подохла, то надо будет чистить. Если нет, то сегодняшний улов тоже туда сейчас закинем. Вот такое вот у нас хранилище для рыбы.
Сейчас мы это дело проверим. Опа, опа. О, что-то живое. О, одна щука окочурилась. Одна щука окочурилась, а два окуня и плотва живые. Сейчас пока кинем, пока некогда с рыбой заниматься. Две щуки и 3 окуня получается пока на сегодня. Приедем, потом почистим. Одна щука, вода холодная, ничего за пару часов не будет. Сейчас мы перекусим сначала. Съездим. Съездим на остров, поймаем живцов, проверим продольники и, наверное, сходим за ягодами, пока погода хорошая. Вот такие вот планы нарисовались пока. Черти какие-то. Загаживают природу. А помойку туда закинем тоже. Ну вот привез стекло, увези ты обратно его домой, не трудно же, блин. Нет, тут надо... Отнесем пока на помойку. Потом стекло перебьем все и закопаем. Что, справишься? Давай. О, стол. Остальное поднимешь? Бензин здесь оставляй, да. О, с утра только чай попил. Еще в темноте выехал, вообще уток не было. Вот это первое. Чернить морская, чернить морская. Ох, стреляют. Так. Вот у нас веревочки для уточек. Все предусмотрено. Вот так вот. Виси, сохни. Дай бог, если получится, тебе напарника добудем. Че сидишь, кого ждешь? Тебя? Кушал? А? Кушал, завтракал. Ну, кружку молока выпил. Давай перекусим что-нибудь. Ну вот, мы еще добыли только одну утку, а у нас уже вот горяченькие, тепленькие, еще уже 2 утки. Вот самые вкусные утки, вот это желудочек, вот такой вот желудочек. Это просто объедение. Романыч, Ромка привез утку домашнюю, 2 утки. Так что у нас сегодня будет мировой завтрак. Утка к утке. Рыба к рыбе. Рыбу не привез? Нет. Блин. Значит, рыбу не поймаем. Так, в общем, короткий перекус. Как будем завтракать? Интересного, думаю, мало. Покушаем, позавтракаем и будем заниматься делами. Так, друзья, короткое включение. Забыл экшн-камеру в куртке, в лодке. Скинул куртку, потому что сегодня у нас тепло, ветра нет, и самое хорошее — это нет мошкары. Рай для ягодников. И мы с Романом приехали на болото, собираем ягоды. Ягоду клюква. Вот. Сколько уже собрал. Вот такая вот. Уже все спелая. Черненькая клюква. И самое главное, до морозов.
После морозов некоторые прихватывают. Еще морозов не было у нас, заморозков. И она отличного качества. На календаре у нас, что у нас, 3, да, получается, октября. Вот октябрь месяц уже можно собирать клюкву. Некоторые индивидуумы начинают собирать ее в начале сентября. Еще пытаются продать ее неспелую, белобокую. Нет, клюква должна быть вот такой вот черный. Да, она не такая крупная. Романыч учесал подальше немного. Вот. Горит там. Нашел полянку хорошую, собирает там. Вон. Нормальная клюква. Если крупная, конечно, быстрее ведро наполняется. Но я вот нашел. Сильно бегать не люблю. Пусть я буду собирать мелкую, среднюю. Главное, что она есть. И главное, ее в достаточном количестве. Планы были оставить Ромку здесь. И поехать проверять продольники, живцов, думаю. Ну, так как место это клюквенное не очень-то и близко от берега. И если уж пришел и употел весь, пока дошли, все-таки решил Ромку одного не оставлять. Сейчас соберем по ведерочку, у него такое же ведро. Пару часов, я так думаю, справимся. И потом же пойдем проверим вместе продольники, живцов, закинем. Ромка привез несколько удочек еще в клеточку. Закинем еще пару удочек. В общем, погода прекрасная, и такую погоду грех пропускать. Продолжаем делать заготовки. Зима длинная. Клюква — это отличные витамины, очень вкусный морс клюквенный. Рыбу будем ловить, собирать ягоды. Ну и, конечно же, рыбалка на продольнике — это, конечно же, основная задача у нас. Это поймать налима. Как-то вот так. А камеру я забыл в кармане, в куртке оставил. Куртку в лодке кинул жарко и пришел без камеры. В общем, думаю, что камеру. И так все ясно. Вон такая вот клюква. Вот так вот мы ее собираем. Это просто сейчас в одной руке у меня телефон. Так я собираю двумя руками. И получается, если клюква сплошняком растет, вот такую вот ведерочку можно собрать за 2 часа. 2,5 максимум. Как-то вот так. Погода просто прелесть. И тепло, и в то же время нет мошкары. Это просто здорово. Все, здесь собрали. Пойдем к Ромке. Ромка говорит, там у него нормально. Звонил сейчас ему. Ягоды там, говорит, хватает. Вот за этой гривкой у него. Так что, как соберем, покажем, сколько собрали. Так, ну что, мы это сделали. 2 ведра спелой, отличной, сухой клюквы, потому что сегодня дождя не было, сегодня вообще прекрасная погода. Конечно, ушло не час, и не 2, и даже не 3. Собирали около 4 часов эти 2 ведра с Ромкой, потому что клюква местами, клюква не крупная, приходилось ходить, приходилось тискать. Но с пустыми ведрами мы обратно не пойдем. Это дело мы сделали. Ну а теперь осталось у нас поймать живцов и проверить продольники. Поехали. Так, ну что, друзья, с этими ягодами у нас день подошел уже к концу. Время 5 час. Светового дня осталось где-то около часа. Так что разделяемся. Роман остается по хозяйству. Будет сегодня поваром. Посмотрим, какой ужин он нам приготовит. Ну а нам предстоит скататься, съездить за живцами и успеть проверить продольники. Не знаю, успеем ли проверить сегодня наши удочки в клеточку. Если успеем, то тряханем. Нет, так нет. Главное успеть проверить продольники. Да? Да. Я тоже так думаю. Я тоже, и я того же мнения. Блин, чувствую, темнеет сегодня, а мы без фонарика. Поехали, на всех парах.
возле озера. Времени остается очень мало. Начало темнеть уже. Мне кажется, сегодня не успеем ни хрена. Холодает не по-детски. Сегодня, наверное, будет минус. Никого. Что уток на озерах вообще нет. Так, начинаем с нашей новой раколовки, новой ловушечки. В прошлый раз здесь влетело. Посмотрим, что сейчас. О, отлично. Живцы есть. Ну, как хорошо сработало. О, как хорошо сработала новая раколовочка-то у нас. Просто прелесть. Так, что у нас тут? И речные, и озерные нам на сегодня хватит на проверку. О, Янцкадан. Так, как бы культурнее высыпать. Вот так вот. Вот так вот. Янцкадан. Ну, мы даже туда не пойдем, времени будем терять. Те ловушки даже смотреть не будем. Нам этого вполне достаточно на сегодня. Янцкадан хорошо сработало. Я не знаю, или то, что новое место, или то, что новая раколовка, или все-таки шоколадная прикормка. Ну вот. Это вообще неожиданный результат. Вон. И озерные, и речные. Отлично. Не знаю, что летело туда, но время терять не будем. Все. Живцы на сегодня есть. Ставим шоколадную прикормку и едем обратно. Хоть где-то что-то с ветом, хоть нам повезло, это здорово. Все. Времени нет сегодня совершенно. Так. Завтра сюда приеду и проверю остальные раколовки. Если также залезу, то отлично, запас будет. Если нет, то нет. Но это вообще хорошо, отлично сработало. Холодает не по-детски. Сегодня, завтра я такое чувство, что здесь будет уже пленочка льда. Заморозок, наверное, сегодня будет первый. Я так думаю. Посмотрим. Поехали. Первая проверка этих продольников. Закинули вчера вечером. Простояли сутки. Сейчас посмотрим, что нам клюнуло или не клюнуло. Пусто. Все пусто. Живцов посрывали. И тишина.
Тишина. Никого. Только тина морская. Нет, что-то там последнее попало. Сдохло. Окунь, наверное, но один окушок. Но не пустый, то хорошо. Вот такой вот окунь. Вот такой вот окунь. Жабры красные, сдох только что. Так что пока все. Дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Второй продольник. Пока еще что-то видно. Блин, как я так фонарик-то не взял. Что-то тоже подтяжек нет. Тоже походу пусто. Что-то маленькое небольшое дергает кушок, что ли. Ну, кушарик. Акушарик раз. Вот такой вот акушарик. И второй там акушарик. Или что там, плотва. Или подъезд. Сейчас посмотрим поближе. Окунь. Акушарик раз. Акушарик два. Уже окочурился. Вот такой вот. И все, походу. И походу все. Вон еще третий окунь. В общем, на речного голяна, на мелкую наживку ловится только окунь. На лим не успевает, походу. Вон 3 таких окуня влетело. Да, не на вас поставил я продольники, не на вас.
Так что с мелкими крючками смысла нет ставить. Надо ставить на крупные крючки и крупного гальяна. А так эти акушарики задолбают. Все, бегом. Наживляем, отпускаем. Идем дальше. Третий. Ну здесь, наверное, налим-то должен быть уже. Где наш налим? Где наш налим? Так. Никто не дергает. Но леска внизу. Что-то дергает. Что-то дергает. Ничего не вижу. Ух ты, налим. Опа! Тихо, тихо. Тихо, 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 мой хороший. Вот такой. Янцкадан. Есть. Есть мой. Вот он, Янцкадан. Я же говорю. Вот он наш налим. Говорю, натяжка и леска внизу. Вот первый. На килограмма 4, наверное. По-любому. Сейчас покажу вам, друзья, покажу. Тихо, тихо, тихо. Вот он. Не знаю, друзья, видно вам, нет? Вот такая вот красота. 3,5-4 килограмма, как пить дать. Вот Янцкадан. Вот такой вот первый налимяка. Первый в этом сезоне. Вот такой вот. Вот такой вот, друзья. Янцкадан. Так, как-то тебе надо сейчас отцепить так, с меньшим повреждениями, чтоб ты выжил. Попал в небо. Так. Где крючок-то? Вот на такой малюсенький крючочек. Тонюсенький, малюсенький. Офигеть. Офигеть. Как еще он не ушел? Нет. Если ловить налима, надо серьезные крючки. Поплавай там. Я не знаю, друзья, видно вам было или нет, но первый налим пойман осеннего сезона 2023 года, 3 октября. Сегодня вообще удачный день. 2 ведра клюква. Остальная рыба — это ерунда. Главный налим, и какой красавец. Так что сегодня за это не грех им махануть рыбацкого настоящего с ромиком сегодня. Налима варить не будем, закинем в барабан, в тюрьму. Я так думаю, привезем домой его живым. Все. У нас осталось здесь еще 3 продольника моих, 3 у ребят и внизу еще 3. Не знаю, как я буду проверять. Если Рома взял фонарик, то будем проверять. Или Рома будет светить. А если нет, то я не знаю как. Но постараемся. По крайней мере, я это попытаюсь заснять. Но если это получится мне заснять, то вы это увидите. Так что еще не вечер. Стемнело, но еще не вечер. Я счастлив, я доволен. Первый налим осеннего сезона пойман.